Чуть больше 2 часов назад в Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборной России и Египта. Победу в нем одержала наша сборная со счетом 3-1. Это вызвало сильный эмоциональный подъем среди болельщиков, в том числе и тех, кто не присутствовал на самом матче, а смотрел трансляцию игры. К примеру, в Якутске до самого утра по улицам ходили люди с национальными флагами, скандировали и радовались победе. А прямо сейчас с нами на связи из Москвы наш специальный корреспондент Максим Кардозу. Максим, доброе утро. В вашем случае доброй ночи. Расскажи, как столица страны отреагировала на победу нашей сборной. Приветствую, Якутск. В Москве сейчас, конечно же, ночь, но мне кажется, столица и не собирается спать. Люди выходят на улицы, они вытаскивают флаги, скандируют «Россия вперед!». Автомобилисты сигналят друг другу и тоже приветствуют. Все из-за победы. Я думаю, что многие якутяне тоже сегодня не спали и наблюдали за игрой. Ну а для тех, кто не в курсе, Россия выиграла у Египта со счетом 3-1. И это какая-то невероятная победа, историческая. Ну что же, давайте немножечко о матче. Он начался с автогола, египтяне забили себе сами. Ну а потом Черышев и Дзюба увеличили счет до 3. Кстати, Черышев забил 3-й гол на этом чемпионате, и он делит первую строчку в лидерах бомбардиров этого чемпионата вместе с самим Криштиану Роналду. И будем надеяться, что это противостояние и продолжится. И Черышев будет забивать не раз и не два, а много-много раз. И наша сборная будет продвигаться по турнирной таблице все выше и выше. Ну а сейчас о самом главном. Впервые, представьте только себе, впервые за 32 года сборная нашей страны вышла из группы на чемпионате мира по футболу. И это фантастика, друзья. Давайте поаплодируем, порадуемся. Сегодня, я думаю, можно. Сегодня можно. Спасибо большое нашим игрокам, спасибо тренеру. А ведь сколько было негатива в самом начале. Никто не верил, много было пессимистов, то, что мы не выйдем. Вполне приятно, что это произошло на домашнем чемпионате, так сказать. Мы не ударили лицом в грязь. Ну, хочется сказать о том, что за этой победой наблюдала огромная толпа поклонников, не только у экранов телевизоров. Стадион в Петербурге собрал 64,5 тысячи зрителей, и это настоящий рекорд. Мне даже страшно представить, что сейчас творится на улицах Петербурга. Я думаю, там ликовать будут до самого утра. Ну, 25 июня, не нужно расслабляться, 25 июня будет очередная игра нашей сборной. Мы встречаемся с Уругваем. Конечно, она уже ничего не решает. Мы выходим автоматически в 1/8, наверное, даже с первого места, друзья, с 6 голами, 6 очками. Вот. Но все равно продолжаем болеть. Интрига остается. И немножко других новостей. Наверное, якутянам будет интересно узнать о наших дальневосточных соседях. Например, Япония обыграла Колумбию со счетом 2-1. И на эту игру в Саранск прилетела принцесса из страны восходящего солнца. И этот визит венценосной особы из японских островов стал первым в Россию за 102 года. И можно с уверенностью говорить, что спорт и футбол, он действительно объединяет и разрушает всякие разные границы. Ну и еще немножко о Южной Корее. Они, к сожалению, проиграли шведам, но тренер пытался этого избежать. Он придумал очень хитрый ход. Так он подумал, что европейцам будет сложно различить азиатские лица, и поменял все номера своим игрокам. Думал, что шведы запутаются. Они, к сожалению, не запутались, ход не удался, Южная Корея проиграла. Ну, на этом, я думаю, у меня все. Мундиаль продолжается, праздник продолжается. Будем следить и болеть. Якутск. Спасибо, Максим. Я напомню, что на связи из Москвы с нами был наш специальный корреспондент Максим Кардозу.